Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы будем говорить об эвенском фольклоре, литературе и обрядах, посвященных детям. Давайте послушаем рассказ эвенской писательницы Марии Федотовой Нулганет. Айнич, бигар баба Федотова Мария Прокопьевна Нулганет кербабихим, эвен докамган. Ну, конечно, у эвенов очень много разных обрядов, и посвященные рождению ребенка, они, когда женщина становится беременной, они ее очень оберегают, и чтобы она оберегала свое дитя, и чтобы он родился здоровым и хорошим человеком. Поэтому они сначала, когда ребенок рождается, никому не говорят, что ребенок сейчас родится, потому что много разных плохих духов есть, которые мешающие ребенку расти и родиться. Поэтому они прячут женщину в маленьком таком уросе, делают они заранее, чтобы она там спряталась и там родила ребенка. И этот маленький домик они оберегают старые женщины. Они кругом стоят и говорят, что у меня будет ребенок, каждая женщина. И чтобы плохих духов не слышали об этом, да. Потом они кругом этого домика уросы камлают, чтобы развести, обмануть плохих духов. Когда женщина начинает рожать, они заходят в дом, и все они как будто рожают, и все делают такие движения. В это время женщина рожает ребенка, и они все как будто у друг друга отнимают ребенка и прячут его в одежду. Разными этими закрывают ребенка и говорят, что у меня родился ребенок. Так и отводят плохих духов. Потом, когда все же знают, что муж разными этими закрывают ребенка и говорят, что у меня родился ребенок. Так и отводят плохих духов. Потом, когда все же знают, что муж разными этими закрывают ребенка и говорят, что у меня родился ребенок. Так и родился. И переходит домой, смотрите, что у него мальчик родился, и сразу они обряд делают. Сперва отец делает обряд, ему маленький, если это мальчик, ему маленький самострел делает, ножик маленький, и вешает на люльке ребенка. Если девочка, они ножницу и иголку ложат под подушкой, и чтобы она мастрицей была. Если мальчик, этот муж обучает, как стрелять из стрелы, да, это самострела. И так надо стрелять туда-сюда,
когда будешь охотником, ты будешь удачливым охотником. Так сразу обучают его. Вот отец. Потом пир у них начинается. Ну, если это богатый человек, они забивают это несколько оленей и на пир зовут родственников, знакомых, чтобы ребенок был очень богатым, и богатый пир они организуют. После этого они шамана вызывают, и чтобы он о ребенке пел песни хорошие, и ему он хорошую жизнь обеспечил своим пением и своим камланием. Этот шаман входит в дом не через вот дверь, да, сзади входит вот под пологом. И так он свой этот след путает, чтобы плохие духи не слышали, не видели. Они приходят и ребенка берет на руки и поет, чтобы о его жизни и все, будущей жизни. И они сразу не дают ребенку и имя, потом они дают, когда у него годик исполнится. Перед этим все по-разному его называют. Ну, это звериный, вот, например, олень, да, или лиса, или это волк, этот ребенок, или кто-то другой. Нащек, Ауделка, Накат и Аран. Или по-разному они называют, по своему усмотрению. Потом, только когда ему исполнится годик, он укрепляет, когда мальчик, и они дают ему настоящее имя. И вот так они этого новорожденного берегут, на всю жизнь они берегут ребенка этого. И правда, если такие обряды сделали, он, когда вырастет, удачным охотником будет или богачом. У него много оленей будет, и хорошая жена у него появится, или все в доме будет хорошо, и много детей хороших у него появится. Поэтому его так оберегают. И он, правда, становится очень хорошим человеком. Ну, у детей разные игры. Были скороговорки. Игры были, и скороговорки много. Вот, например, говорят, что когда человек должен, да, и все думать о хорошем. Аюбкан хали, говорят, и ребенку. Всегда и делай, и все время хорошее. И вот аюбкан оли, нян, аюбкан уптенни, аюбкан дёмтили, говорят ребенку. Это как будто скороговорка у них. И нёнь говорят. Нельзя так говорить. Это нёнь. Грех. Плохо, если плохо говорит о людях или о ком-то, да, это грех большой для Вена. Если какие-то традиции, это свои традиции у Вены всегда, это очень древний народ Вены. И они с древних времен и все время природу любили. Не всегда о хорошем думай, и всегда делай хорошее людям и своей природе и в жизни. Ага. Так и говорят. И вот если он что-то не то делает, говорят, это нёнь. Нёня так тащи не тянигли.
это грех, так не делай никогда, да? Вот говорят. И всегда говорят, и что-то ребенок всегда же ошибается, да, в жизни. Поэтому нельзя, например, говорить плохое или думать плохое нельзя всегда. А какие игры были у детей? Ну, у Вены там много было игр. Из этих, они и стреляли с лука, и стреляли, вот, учились с малых лет и стрелять хорошо. Вот и детям делали самострелы такие, лук хороший, да, они соревновались. Или маут делали, аркан, детям маленькие маут. Они вот оленя, надо же поймать оленя арканом. Они с малых лет, как игра, они готовятся к этому, маутом играют. И все маянкан был у них, вот на дерево, там повесили, вот, например, да, маянка, вот, такой палочку, такую палку, и там оттуда они туда весали, вот это маянка, вот так делали. Они, дети должны это поймать маутом. Это маянка называется. И они детям делали такие маленькие санки маленькие. И они через санки прыгали, чтобы они стали как спортсмены, ловкими и сильными. И друг с другом они боролись, дети. Это тоже называется вот телмачин. Вот боролись, это борьба между детьми. Всегда игры как-то вот, как у всех они делали. Это, если много детей, да, между собой они соревновались, как взрослые дети, да, люди, да, эти дети. И так и учились они с малых лет ловкости и силе. И еще, когда я маленькая была, по горе бегали. Тут вверх, вниз, вверх, вниз. Быстроте бега учились мы. И я тоже там в соревнованиях участвовала. Таких. Девочки тоже такие. Мальчики и девочки, они вот, не разделяют. И все участвуют в таких соревнованиях. Поэтому эвенские дети с малых лет, так и они с собой на природе играли, как взрослые. Поэтому они очень ловкими бывают, когда большими становятся, взрослыми. Еще, когда я маленькая играла оленями, олень настоящими, да, вот ездовой олень давали, мы соревновались на ездовых оленях. Мальчики, девочки тоже. Ну и все же на оленях ездят, да, поэтому. Кто это быстрее перейдет на оленей, это он побеждает. Ему даже вот такие немножко взрослые игры, там они дарят первому олененка. Кто-то первым перейдет, да, он победит, тогда и дарит олененка. И такой ребенок. И все хотят получить этого олененка. Поэтому очень старались мы, и чтобы получить олененка. Все стады говорят, что какого олененка ты победила на соревновании, победил, и какого олененка ты хочешь. Ты оттуда выбираешь себе оленя. Если он становится, это немножко подрастет, этот олень, да? Правда, учак, например, учик называется, ездовой олень, овена. И это учишь своего оленя ездить на него, да? Вот так. Еще когда я маленькая была,
я тоже участвовала. Собаки были. Вот. Учили мы собаку, свою собаку. Нам дарили собаку, щенка. Чей этот щенок будет хорошим, да? И он тоже побеждает. И ты выбираешь щенка себе и учишь его слушаться тебя, чтобы твоя собака только тебя любила, и твое слово, и твой приказ, вот собачка должна выполнять. Вот этому мы соревновались, чья собака лучше, да? Если у кого-то там очень хорошо учит собаку свою, тогда тебе тоже санки дарят. Санки новые, да? Это твоим будет. Вот санки. Делают обязательно вот санки. Ну, какие-то маленькие санки, чтобы там запрягать оленей. Вот так и становишься ты с собакой, с оленем, настоящим ивеном становишься. Дорогие сородичи, вот я всегда вас любила и сейчас люблю, и буду любить всегда. Поэтому я вам говорю, вы изучайте свой язык, это наша культура, и свои традиции, обряды, и уважайте друг друга и вены. Далее послушаем рассказ носителя эвенского языка, фольклора и культуры Зои Афанасьевны Степановой. Меня зовут Степанова Зоя Афанасьевна из села Себен-Кёль, где проживают испокон веков эвены. Я работаю режиссером народного фольклорного ансамбля «Мерленке», который уже существует с 1975 года. И являюсь методистом эвенского языка Себен-Кёльской национальной эвенской средней общеобразовательной школы имени Платона Афанасьевича Ломутского. Я сейчас вам расскажу обряды, которые совершаются при рождении ребенка. В каждой семье, в каждом народе это большое радостное событие, когда в семье появляется ребенок. Особенно, если он первенец. Hokotokokan hulengo yala hongadon bayu boy gujaya kungacamo Pingiyele hongadon eji hongna kungacamo onyong yu gujaya kekan gujaya ya sao chân ni đang con ít chân ni hút tông con nói nhong ya sao chân ni gù đang con nãy chỉ hông nó cũng chăm mô nuru chân ni hai con ít chân ni hút tông con ôi nhong 구지요 구지기에 장어 애지형나 언영
unyung bulisi ko kan kung acha mo babado huglas me agjan ba iyo din re unyong uyog unyong gujuyo gujuyiki jingguje babado huglas me agdan ba iyo din re Kuchiyo huglasle unyu huglancha agjan bayo dinre agjan bay kuchiyo guyu unyu Имя давали ребенку, когда он уже начинает говорить первые слова. А до этого он безымянный ходил. С самых малых лет воспитывали как представителя народа, как эвена. И ему рассказывали сказки, пословицы ему разучивали, которые обучают его жизни. Вот и еще скороговорки есть у нас, детям разучивали. Это для того, чтобы у ребенка развивался язык. Он же должен правильно говорить, да? Вот есть детская игра, называется телбак. Играли дети сами. Телбак – это жижа. Они жижей играли. И говорили вот такие слова. Телбак, телбак, телбактали, кебеле будем телбактали, эрем доски телбактали, тюка моми телбактали. И вот это должно убыстряться. Все быстрее и быстрее. Телбак, телбак, телбактали, эрем доски телбактали, юка моми телбактали, кебеле будем телбактали. Телбак, телбак, телбактали, кебеле будем телбактали, эрем доски телбактали, юка моми телбактали. И вот так ребенок сам придумывает слова. Вот такая скороговорка. Скороговорок много, и вот я вам демонстрирую одну из них. И сейчас я расскажу о женской песне. Женщина венка, у всех народов это есть, да? Когда шьет женщина, она обязательно поет песню. Вот эту женскую песню я вам спою. Инмаченже таптакаддан уньяпанже хингаландан Песня, она длинная, женщина импровизирует, когда поет. А я вот кратко вам спела. О чем эта песня? Это песня о том, как она шьет, описывает свое шитье. Про иголку там, про нитку, про нож, это про наперсток, как наперсток. Когда шьет женщина, то слышно же, да, как иголка, наперсток там звенит. Про это она поет. Раньше же не было у нас иголок этих, да, металлических. Иголку делали из кости.
из тоненькая кость в этих мышцах оленя есть. Вот эту кость они под иголку делали. Это потом появились металлические иголки. А- Они берегли эту иголку как зеницу ока. Ну, в старину у всех народов есть праздник, встреча Нового года. У северных народов встречают Новый год во время летнего солнцестояния 21 по 22. И проводили они праздник. После долгой зимой они врозь же кочуют, да? А собирались они на литовку. Вот они собирались и отмечали праздник. Вот старейшина проверяет, все ли прибыли эти члены общины, ну, общины это, и обходит юрты, где проживают. Но за зиму всякое же могло случиться, да? И кого-то не досчитывались, кто-то умер там или что-то с ним случилось. И вот он проверял. Вот сегодня я демонстрировала. Он подходил к юрте и созывал сородичей. Но если не отвечают, значит, там какое-то событие произошло. Ну, кого-то нету уже в живых, да? А где радостно откликались, там уже все хорошо, все нормально. Зиму перезимовали и приехали уже. Потом это жертвенного оленя забивают, да? И разжигают большой костер и угощают жиром. Так, чай там, с щепоткой чая. Угощает дух огня. Просят у духа огня, благодарят дух огня, что длинную зимнюю пору он согревал их. И дух местности еще угощают жиром оленя, короче, добытого животного жира. И совершали обряд очищения. Между двух деревьев они завязывали веревку, да, и разжигали у каждого дерева костер с дым, и туда клали багульник, и дымом багульника себя окуривали. Через первое дерево они проходили против солнца. Это значит, они прощаются со старым годом. И тут же они окуриваются, все плохое они оставляют тут, да? Окуривают дымом багульничка, очищаются. Далее идут, развешивая ленточки на дальбур, это называется дальбур. Эти ленточки – это подарок духу местности. И так делаю. Подходят ко второму костру, а там опять дым багульника. Они уже дымом Нового года они себя подпитывают, да? Идут по ходу солнца через второе дерево, становятся лицом к солнцу, ну, это когда восход, да? Утром же они встречают солнце, и произносят слова обращение к солнцу, чтобы солнце им подарило, чтобы много оленей, чтобы он подарил им, и чтобы детишки были здоровы, чтобы, короче, чтобы жизнь была у них нормальная.
все просят. А потом встают на праздничное геде. Эта геде у наших предков продолжалась всю ночь. Даже по 3 дня они танцевали без перерыва. Этот круг не должен расходиться, да? Они, кто устал, уходит, отдыхает, другие отдохнувшие приходят. И так они до утра танцуют, прославляют Эвенек, прославляют свой край и так далее. Каждая запевала, у каждого запевала свои слова. Это же импровизация должна быть. Так они проводят праздник Эвенек. Встреча Нового года, встреча нового солнца. Огонь у эвенов самый почитаемый был. Нельзя было ругаться около огня, нельзя было плеваться на огонь, и нельзя было прыгать через огонь. И даже вокруг костра никогда не пляшут. Не надо плясать вокруг костра. Хеде не надо танцевать. Вот когда надо по необходимости тушить огонь, то если заливаешь водой, да, то просят прощения духа огня. И говорят, что это не мы делаем это, а дождик пошел. Так, дух огня не должен знать, что это люди делают. Дорогие друзья, сегодня мы говорили об эвенском фольклоре, литературе и обрядах, посвященных детям. Читайте книги на родном языке, изучайте родной язык и до новых встреч!